Когда на рынок ездили, когда в больницу в РКБ. Светлана Колесова уже много лет живет в Рыбной Слободе и до Казани всегда добиралась на рейсовом автобусе. Новость о том, что маршрут отменили, как большинство жителей района, восприняла с возмущением. Зачем отменили? Что, не люди живут, что ли? Тоже такие же люди. Мы же живые, нам куда-то надо ехать, в больницу ехать, к детям ехать, к внукам ехать. Год назад уехать в столицу из Рыбной Слободы можно было 5 раз в день. В ноябре уже 4. С 1 января маршрут закрыли. Местные жители эту тему сейчас активно обсуждают в соцсетях. Решение местного ПТП вызвало резонанс. Людям в больнице, в РКБ добраться не на что. А на попутке тоже не каждый посадит сейчас. Коронавирус, боятся и опасно. Наши знакомые, чтобы добраться до Казани, вынуждены обращаться к своим родственникам, у которых есть машина. Но это опять-таки они же работают. Получается, вынуждены подстраиваться только под утреннее и вечернее время. Частный перевозчик Рыбнослободское ПТП, который обслуживал маршрут, о недовольстве жителей знает, но приводит свои аргументы. Это недостаточное количество пассажиров. Связывают это с введением QR-кодов. Но главное, говорит директор ПТП Ильфат Хуснудинов, им трудно конкурировать с нелегальными таксистами. На сегодняшний день есть страховка пассажир. Все как положено, лицензии, скажем, что требования все выполняем, все есть. Народ не идут, охранники, водителей, кассиров и гараж имеем, налог надо платить, сами знаете. 11 автобус имеем, 5 автобусов на сегодняшний день резерв не стоит. Народа нет для нас. Народ уходит все на бомбилы. По словам директора, последние 2 рейса в Казани из Рыбной Слободы были 30 и 31 декабря. На одном приехали 8 человек, на другом – 14. Вместимость автобуса – 25 пассажиров. Сейчас в кассе Рыбнослободского ПТП тишина, билеты не продаются. Сотрудники временно отправлены в отпуск за свой счет, но руководство ПТП не теряет надежды возобновить рейсы со столицей Татарстана. В администрации района о проблеме знают. Решение ищут совместно с Министерством транспорта. Решается ли вопрос о выделении каких-то субсидий, может быть, перевозчику? Такой вариант тоже есть. Это тоже мы обдумываем, решаем вместе совместно. Пока с перевозчиком. Минтранс также все на связи, мы постоянно с ними в контакте, то есть совместное решение какое-то возможно будет. У нас на сегодняшний день уже с 10 числа. Из-за введения ограничительных мер в общественном транспорте перевозчик Рыбнослободское ПТП сократил объем перевозок на межмуниципальном маршруте Рыбная Слобода-Казань. По федеральному законодательству перевозчик имеет право отменить, сократить, изменить маршрут на период действия ограничительных мер. Вместе с тем предприятие не отказывается от своих обязательств и готов выполнять перевозки по сокращенному графику. По словам перевозчика, с 1 января автобусы не выходили в рейс, потому что не было ни одного пассажира. В администрации района и ПТП в ближайшее время планируют активнее работать с населением. Номер телефона, по которому можно узнавать о расписании рейсов, собираются опубликовать в местной газете и группах в соцсетях. Если пассажиропоток немного восстановится, перевозчик готов запустить автобусы 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Подобная ситуация на сегодня сложилась в Бугульме и Новошишминске. Причины аналогичны. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Рыбнослободский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.